Гроссман Василий Семенович, 1905-1964. Прозаик, драматург. Место рождения – Бердичев, Киевская губерния. В годы Великой Отечественной войны Гроссман – военный корреспондент газеты «Красная звезда». Василий Семенович Гроссман родился 12 декабря 1905 года. Отец Семен Осипович был инженером, химиком, мать Екатерина Савельевна преподавала французский язык. Василий Семенович свободно читал французских авторов в оригинале, декламировал наизусть Мюссе, Мопассана, Доде. В 1914 году родители отправили мальчика в Киевское реальное училище, где он учился до 1919 года, а закончил обучение в родном Бердичеве, в единственной трудовой школе. В 1929 году, после окончания вуза, Гроссман едет по распределению на Донбасс, где сначала работает химиком-аналитиком на шахте. Работая на шахте, Василий Семенович делает первые пробы пера. Он пишет повесть «Клюкауф», в которой описывает тяжелый труд донбасских шахтеров, полные опасности при неудовлетворительной охране труда. Эта повесть была отмечена Максимом Горьким. В 1934 году вышел первый рассказ Гроссмана в городе Бердичеве. Семья Гроссманов не имела больших достатков, поэтому Василий подрабатывал репетиторством и даже дровосеком. В 1921 году юноша поступил в Киевский институт народного образования, откуда через 2 года, очевидно, под влиянием отцовской профессии, перевелся на химическое отделение физико-математического факультета Первого Московского университета. В 1937-1940 годах написан первый роман «Степан Кольчугин» о пути рабочего парня в революцию, о его внутреннем становлении и о том, как он, преодолевая колебания, становится сознательным большевиком. Тема революции рабочего класса – это пропуск в большую литературу. Автор был выдвинут на Сталинскую премию, но в списке лауреатов Гроссмана не оказалось, его вычеркнули в последнюю минуту. Это произошло в начале 1941 года, а через полгода началась война. Василий Гроссман ушел на фронт в качестве военного корреспондента «Красной звезды». В 1943 году Василий Гроссман начал работу над романом «За правое дело». В августе 1949 рукопись романа «За правое дело» была представлена в редакцию «Нового мира». Редактирование рукописи продолжалось почти 3 года. За это время сменилась редколлегия журнала. Появлялись все новые и новые редакционно-цензорские требования. Существует 9 вариантов рукописи, которые хранятся в архиве. Роман был опубликован в 1952. В феврале 1953 появилась одобренная Сталином разгромная с политическими обвинениями статья Бубенова о романе Гроссмана «За правое дело», тотчас же подхваченная другими органами печати. Отдельным изданием «За правое дело» вышло только после смерти Сталина. В 1954 в воениздате. В 1956 советский писатель выпустил книгу, в которой автор восстановил некоторые пропуски. Но, несмотря ни на что, Гроссман продолжал писать. В октябре 1960 года он закончил вторую книгу дилогии «Жизнь и судьба». Гроссман отдал рукопись в журнал «Знамя». На заседании редколлегии, в котором участвовали и руководители Союза писателей, роман отвергли как вещь политически враждебную. После сталинское время, кроме нового варианта этого романа с авторской правкой, Василий Гроссман сумел опубликовать в СССР только рассказы. Вторая часть романа под заглавием «Жизнь и судьба», над которой автор работал с 1950 по 1960, была после того,
как Кожевников передал ее в КГБ, в 1961 году конфискована из-за ее идеологической недопустимости, но сохранилась и примерно в 1975 попала на Запад. В ней Василий Гроссман эпически широко изображает советское общество при тоталитарном режиме Сталина. В конце 1962 года Гроссмана настиг рак, как следствие тяжелых нервных потрясений и депрессии. Он лежал в Боткинской больнице в отдельной палате, а за стеной тоже умирал от рака Михаил Светлов. В ночь с 14 на 15 сентября 1964 года Василий Гроссман умер, немного не дожив до 59 лет. Даже кончина писателя была зацензурирована. В литературной газете вышел подготовленный Эренбургом некролог, но не дали портрета. Из текста выбросили все живое, оставив ничего не значащие слова. Кто-то удивленно спросил одного из руководителей Союза писателей: «Неужели Эренбурга надо редактировать?» На что последовал ответ: «Его-то и надо». Писал я, любя и жалея людей, веря в людей. Василий Гроссман.